Уважаемый житель Татарстана, Херметле Татарстан Халык, поздравляю со столетием образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Дорогие братья, наш регион связывает не только единая граница, но и многолетняя история дружбы и братства наших народов. Есть расхожее выражение: только в России от мусульманина на Пасху можно получить смс-ку: «Салям, сосед, Христос воскрес!» И на Наурыз от русского: «Привет, Байрам Котлы был сын». На Рождество русские пекут бялеш, потому что вкусно, а татары красят в Пасху яйца, потому что дети просят. И это выражение как нельзя лучше характеризует теплые, по-настоящему добрососедские отношения наших регионов. Дорогие друзья, многонациональная республика России, Татарстан, обладающая славной историей и неизменным укладом, сегодня празднует столетний юбилей. Декрет об образовании Татарской автономной Советской Социалистической Республики, изданный ровно век назад, стал отправной точкой развития передового приволжского субъекта. Знаменитый уроженец Ульяновской земли Владимир Ильич Ленин вел весь подготовительный процесс образования республики и неоднократно встречаясь с представителями татарского коммунистического движения. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР и вождь мировой революции поставил подпись под декретом об образовании ТАССР. Мы гордимся, что уроженцы Ульяновского края внесли значимый вклад не только в образование, но и в развитие субъекта. Первым председателем Центрального исполнительного комитета ТАССР был уроженец села Старое Зелено Старокулаткинского района Бурхан Хуснудинович Мансуров. В 90-е годы XX века заместителем председателя Верховного Совета Татарстана работал уроженец села Елховое озеро Цельнинского района Ренат Максумович Харисов. Секретарем Государственного Совета Татарстана была уроженка села Богдановка Радищевского района Нурсина Файзирахмановна Абдрашитова. Достигнув значительных достижений в социально-экономическом развитии, Татарстан не стоит на месте. Новые отрасли промышленности, машиностроения, нефтехимическое производство, современное сельское хозяйство и уникальные инвестиционные предприятия являются драйверами роста экономики. Помимо Казани, в республике активно развиваются крупные промышленные центры. Предприятия Альметьевска, Набережных Челнов, Нижнекамска являются флагманами промышленного производства. Несомненно, такой успех в развитии стал возможным благодаря трудолюбию и ответственному отношению к любимому делу его жителей, которые искренне ценят и уважают родной край. В год памяти и славы стоит подчеркнуть, что республика, став одной из основных тыловых территорий, сыграла важную роль в годы Великой Отечественной войны. Казань приняла десятки промышленных предприятий. На территории республики были сформированы 7 дивизий. Госпитали вылечили сотни тысяч героев. Богатая духовно-культурная жизнь края интересна не только жителям республики, но и гражданам всей России. Театральное и изобразительное искусство, музыка, литература всегда вдохновляли жителей на достижение новых и новых высот. Расцвет национальной культуры связан с именами таких деятелей, как Габдулла Тукай, Назиб Жиганов, Хадид Такташ, Шариф Камал, Галимзян Ибрагимов, Муса Джалиль. Став популярным туристическим местом, Татарстан ежегодно принимает тысячи гостей из различных государств мира. Казань является одним из немногих городов, истории которых начались более 1000 лет назад. Жемчужина края Казань имеет богатое культурно-историческое наследие. В наши дни здесь готовят высокопрофессиональных специалистов из разных сфер экономики, бизнеса, IT, медицины, культуры. В передовых учебных заведениях учатся тысячи студентов из множества стран мира. Мы гордимся, что столица наших соседей не раз становилась центром проведения всемирных спортивных состязаний, в том числе Всемирной летней универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта. Мы гордимся добрыми, теплыми и по-настоящему дружественными отношениями наших территорий. Мы имеем многонациональные, многоязычные и многокультурные общества, которые тесно переплетены общими традициями. Укрепление наших взаимоотношений способствует дальнейшему процветанию и безопасности не только народов наших субъектов,
но и страны в целом. Ульяновская область и Татарстан давно сотрудничают в торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурных сферах. Являясь городами-побратимами, Ульяновск и Казань активно реализуют инвестпроекты в области сельского хозяйства, предпринимательства, медицины и инноваций. Дни культуры республики и 7-й Всероссийский сельский сабантуй в Ульяновской области надолго запомнились жителям наших регионов. Наши совместные культурные и туристические проекты доказывают общность целей и единый подход. Дорогие друзья, дорогие наши соседи, поздравляю вас со знаменательным днем. Желаю республике процветания, мира, согласия, а всем жителям Татарстана счастья и здоровья.